Преступлений в общественных местах региона с каждым годом становится меньше. Противодействие преступности и обеспечение общественного порядка – теперь это отдельная госпрограмма, которая действует с 2020 года, и на каждое направление выделяется соответствующее финансирование. Сегодня на бюджетных слушаниях подвели предварительные итоги и обсудили планы на перспективу. Ольга Коняева в деталях. Нагрузка на мировых судей в нашем регионе практически самая высокая по стране. И в Ухте одна из запредельных. А потому здесь будет создан дополнительный 7-й участок. Тем временем Косванский в Удырском районе упразднят. Население там редеет, число дел минимальное. Продолжается ремонт и обеспечение безопасности на участках. Знаменательное для нас событие – это переезд 4 судебных участков в городе Печоре в новое отдельное здание в центре города с хорошей транспортной доступностью, где действительно созданы все условия для отправления правосудия и участия граждан, в том числе с учетом требований по безопасности. По поручению главы республики также в этом году нам была поставлена задача, мы ее до конца года выполним, это оборудовать все судебные участки системами видеонаблюдения. Потому что вопрос безопасности участников судебного производства – это, безусловно, приоритет. Ждут переезда мировые судьи Усть-Вымского района. Для них помещения пока подыскивают. Проблема актуальна и для стражей порядка на местах. Например, нет служебного помещения для участкового в поселке Мордино с населением более 1000 человек. В селе Устнем сгорело деревянное здание администрации поселения, где находился и кабинет представителя полиции. Прорабатывается вопрос строительства, но тут все не так просто, в том числе и с финансовой стороны дела. Не отказывается министерство и от планов возвести отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в Усть-Вымском и Усть-Цилимском районах. Все это пока недостающие звенья в профилактической работе. Очень важно, что у нас в Республике Коми впервые появилась программа «Правопорядок». Она пока небольшая по финансированию, и это действительно тревожит и нас, депутатов, тревожит и правоохранительные органы, и прокуратуру, что она небольшая по объему пока что, если так посмотреть. Но мы знаем, что все муниципалитеты также стараются и включают свои средства в программу «Правопорядок», направляют их на правопорядок, занимаются именно организационно. Персональные носимые и автомобильные видеорегистраторы, устройства архивирования данных, комплекты кинологических тест-тренингов для экспертов. Оснащение сотрудников – не менее важная статья расходов, может быть сокращена на следующий год. Для нужд Министерства внутренних дел будет выделено финансирование в размере 1 174 000. Это в 7 раз меньше финансирования текущего года. Естественно, это положительно не может сказаться на проводимую профилактическую работу. Отмечается также рост зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 10,4%. С незаконным оборотом оружия, к сожалению, рост на 8%, наркотиков – 3,6%, совершенных лицами ранее судимыми на 4,4%, состояние опьянения на 2,7%. Поэтому необходимость и востребованность рассматриваемой государственной программы, она очевидна. Впрочем, выявляемость тоже результат. Чем больше пресечено незаконного оборота оружия, тем меньше тяжких преступлений, а меньше их на четверть. Тревожит органы рост преступности ранее осужденных. В этом году освободилось 3000 человек. Через службу занятости устроились на работу только 133. Новаторское решение – возмещение части затрат работодателям на трудоустройство бывших заключенных. В 2020 году финансовые ресурсы по этому направлению еще не исчерпаны. Направлено 217 миллионов или 12,8% от годового объема ассигнований. Согласно информации Министерства труда, занятости и соцзащиты, по состоянию на 17 ноября заключены договора с 5 работодателями, обратившимися за возмещением расходов. Предоставление основного объема субсидий запланировано на 4-й квартал текущего года. Растет число занятых в исправительных учреждениях. Это тоже мера профилактики. Новые рабочие места появились в этом году благодаря закупке дополнительного оборудования на 11 миллионов. Расширен перечень профессий, которым могут обучиться осужденные. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.